318 нарушений законодательства выявлено в 2023 году. Внесено 126 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 4 человека, к административной – 60. Значительное внимание уделено соблюдению налогового, бюджетного и административного законодательства. За период с 2020 по 2022 годы в действиях должностных лиц инспекции по городу Сухум выявлены нарушения в части своевременного и эффективного контроля за налогоплательщиками и индивидуальными предпринимателями, состоящими на налоговом учете в инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Сухум и не сдавшими налоговые декларации в установленный законом срок. Учитывая, что несвоевременная сдача индивидуальными предпринимателями в налоговый орган налоговых расчетов деклараций создает условия для возможного искажения сведений о полученных доходах и расходах, что влечет за собой занижение налоговых поступлений в бюджет, а также учитывая, что выявленные нарушения налогового законодательства в действиях должностных лиц инспекции носят длящийся характер, по результатам проверки внесено представление в Министерство по налогам и сборам с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер, направленных на организацию работы по усилению контроля за соблюдением налогового законодательства. Работа Генпрокуратуры также была сосредоточена на вопросах соблюдения банковского законодательства, а также законодательства о здравоохранении, энергетике и иных нормативно-правовых актов. В 2023 году правоохранительными органами республики было зарегистрировано 665 преступлений, что на 13 единиц меньше аналогичного периода 2022 года. Значительное уменьшение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в линейном управлении МВД на 36 единиц. Увеличено число преступлений в Глурыбском районе на 9 единиц, в Ачмучирском на 14, что составляет 61 преступление. Отрадно отметить уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений – 225 единиц. Их раскрываемость увеличилась и составляет 64,9%. В 2023 году зарегистрировано 17 преступлений по факту убийства с покушениями. Из них раскрыто 15. Аналогичный период зарегистрировано 18 убийств, все раскрыты. В структуре массива зарегистрированных преступлений значительную долю продолжают составлять кражи, незаконный оборот наркотиков и оружия. За 2023 год зарегистрировано 211 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и культивированием запрещенных возделываний растений, содержащих наркотические вещества. За аналогичный период 255, что составляет 31,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 182. 95 краж, что составляет 14% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 57. 73 преступления связаны с незаконным оборотом огнестрельного оружия. За аналогичный период 120, что составляет 11% от общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрыто 56. За отчетный период зарегистрировано 22 преступления, относящихся к корыстно-насильственным, убийстве из корыстных побуждений, похищение граждан, разбойное нападение, грабежи, что на одно преступление больше, чем за аналогичный период 2022 года. Относительно раскрываемости данных видов преступлений следует отметить, что имевшее место одно убийство из корыстных побуждений раскрыто. Из 4 разбойных нападений раскрыто 1. Аналогичный период 6, раскрыто 3. Из 14 грабежей все раскрыты. Аналогичный период из 12 грабежей раскрыто 8. Из 3 похищений граждан также все раскрыты. Аналогичный период одно и то же раскрыто. Таким образом, количество корыстных насильственных преступлений остается на одном уровне с прошлым годом. Однако, что касается раскрываемости преступлений данной категории, наблюдается положительная динамика. Ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ по-прежнему остается сложной. В отчетном периоде зарегистрировано 211 преступлений данной категории, что на 44 единицы меньше, чем в 2022 году. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимающихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. Ситуация на дорогах страны также остается крайне сложной. Основные причины возникновения ДТП, как и прежде, управление автотранспортным средством в состоянии опьянения, превышение скоростного режима, грубое нарушение правил обгона и маневрирования. За анализируемый период в Республике Абхазия имело место 186 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 57. По 68 дорожно-транспортным происшествиям возбуждены уголовные дела.
За аналогичный период 2022 года имело место 214 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 64 человека. Таким образом, число дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 28, а количество погибших на 7. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры выступил президент Аслан Бжания. Главная идея, которым должны руководствоваться все государственные служащие, все ветви нашей власти, это укрепление нашей государственности. Потому как наше государство – это наш с вами общий дом. В последнее время, последние годы происходит очень много событий по всему миру, которые носят фундаментальный характер и могут изменить контуры многих государств. В огромном количестве мест идут боевые действия. Нет такой республики, как Нагорно-Карабахская республика. По факту ее нет. Для чего я об этом говорю? Я хочу ваше внимание акцентировать на самых важных вещах. И хотел бы отметить особенную роль Генеральной прокуратуры в плане укрепления нашей государственности. На пути строительства нашего государства мы сталкиваемся с разными препятствиями. Вы знаете о том, что мы не всеми признаны, в отношении нас предпринимаются недружественные действия и открытого характера, и закрытого характера в том числе. Поэтому я обратил бы ваше внимание на это, на противодействие, которое оказывается нашему государству со стороны недружественных стран. Президент особо отметил наличие факторов, негативно влияющих на дружественные связи с Российской Федерацией. В последнее время мы видим, что в нашей стране есть силы, которые препятствуют нашему развитию. В нашей стране появились силы, которые бьют по взаимоотношениям с нашим практически единственным союзником. Хотел бы напомнить вам слова Владислава Арзамба. В основе существования нашего государства абхазского две силы. Это волеизъявление народа Абхазии и поддержка Российской Федерации. В последнее время участились случаи, причем они как-то синхронизируются, если мы обсуждаем вопросы межгосударственных отношений с Российской Федерацией. Здесь начинается определенная информационная атака по дестабилизации обстановки в Абхазии, по разрушению нашей государственности. В завершении президент поблагодарил сотрудников прокуратуры за проделанную работу и подчеркнул особую значимость выполняемой ими миссии. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры также с докладами выступили и районные прокуроры. Аля Катапш, Алексей Глухава, Абхазское телевидение.